Инициатором форума «Безопасная страна. Устойчивое будущее» выступило Министерство внутренних дел. Главная тема мероприятия – домашнее насилие. Вначале участникам представили спектакль о проблеме алкогольной зависимости, насилии над женщинами и детьми и безразличного отношения общества к насилию. Наша главная задача – предотвращение насилия в семьях и в целом сокращение преступности. Наши сотрудники выезжают в регионы, проводят разъяснительные работы по данным вопросам. Нам нужно донести до людей, что борьба против насилия не только работа милиции. Обычные граждане тоже должны содействовать в этом. Из-за роста случаев насилия над женщинами и детьми на форуме обсудили рекомендации по развитию единой комплексной системы профилактики правонарушений, а также профилактику антисоциального поведения среди молодежи и детей. Наша организация помогает женщинам, которых избивают мужья, и детям, у которых нет каких-либо школьных принадлежностей. Мы предоставляем им жилье, покупаем все необходимое. Также проводим различные мероприятия для женщин. Благодаря профилактической работе факты насилия сократились на 30%. На форуме заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов напомнил, что в Кыргызстане был принят национальный план действий Кабинета министров в рамках реализации концепции государственной политики в сфере предупреждения правонарушений на 2022-2028 годы. В прошлом году был прописан план мероприятий для реализации данной концепции. Сейчас мы направляем все силы на то, чтобы органы местной власти содействовали нам в исполнении основных направлений закона. Бесспорно, что и каждый гражданин, принимающий участие в мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности народа, укрепление правопорядка, стабильности в стране, является патриотом, неравнодушным к нашему будущему. Мы будем проводить различные мероприятия по защите прав детей. Такие мероприятия и раньше проводились, но этот форум дал нам свое направление и напомнил, что мы несем большую ответственность за безопасность и будущее наших детей. По итогам форума была подписана резолюция. В ней предусмотрены меры по сокращению и предотвращению преступности. А сотрудникам ОВД и представителям власти, которые тесно работают с милицией, были вручены ведомственные награды. Нагима Бакаева, Уран Адишев, ЛТР, город Ош.